Вот, короче, посылки с Алиэкспресса. Распаковка будет сейчас. Здесь что у нас? Перчатки, что ли? Здесь подойдет размер. О, самое то. Кайф. Сторону что? Нормально. Следующее. Так, на ощупь здесь слайдера. Нет, поворотники. Ошибся. Ну, будем проверять, работает, не работает. Так-то вроде нормально. Сюда. Так, здесь что? Соски, что ли? Возможно. Нет, ошибся. Слайдера. Надеюсь, подойдут. Алюминий, что ли? Тоненький алюминий. Так, здесь понятно то, что хомутики. Считать не будем. Здесь соски есть. Прикинь, сегодня начал бы собрать слайд. Соски как соски. Ну, соски как соски, блин. Ладно, все. Вот так вот ставим перья, на перья, короче, защиту слайдера. Удобно. Все встало, как родная. Вот она. Вот она. Вот так, короче. При падении теперь не будет коцаться здесь. Теперь только защита остался вот этот. Защита рычагов. Теперь поворотники будем ставить куда-то сюда. Вот сюда. И огонь. Короче, посылку забрал. Сейчас будем распаковку снимать. Вместе с Хаттабычем. Хаттабыч. Эй, Хаттабыч. Первая посылка, вторая, третья. Так, начнем с большого.
Угадайте, что это такое? Чего мне не хватало на слайдере? Конечно же, не хватало воздухозаборника. Крутой. Да. Чик. Да, неплохой. И потом... Хотавыч, помогай. Охо, получил. Рикошет. Вообще неудобно одной рукой снимать. Блин. Сейчас будем снимать 10-часовую версию. Так, угадать, до чего не хватало на слайдере? Конечно же, нормальных скобок. Все у меня ржавые, кривые какие-то. Вот взял такие. Это на весь пластик. Так, потом... Ох, Хотавыч. О. И чего не хватало на слайдер? Конечно же, нормальных саморезов. Вот, раз. Я такой сначала подумал, забыл я то, что не 5 штук заказал. Потом чикс. Это подлиннее, это чуть-чуть покороче. А, все. Тут 10 штук, тут 5 штук, 15 штук должно хватить. М6 на 16, М6, М5 на 16. Не длиннее, оказывается. Показалось. Хотабыча забрали. Короче говоря, восстанавливаю крепление остатки. Вот это крепление я пропустил. Короче, здесь должна торчать вот такая вещь, только пластмассовая, вот подлиннее, короче. И туда закручивается саморез. У меня благополучно здесь отломано было, а здесь было. Короче, я просверлил две части 6 миллиметров. И такой лайфхак. Короче, берете вот такую вещь, отпиливаете, вот эту часть берете, нагреваете газом, вставляете с той стороны. Вот. У меня вот так вот выглядит она. И все будет прекрасно держаться. Сегодня вот замутил такой чехольчик, поставил сзади на аморт, потому что весь грязь, вот это все летит туда в пружину, и между пружинами вообще мыть тяжело. Там постоянно все остается, и есть риск, что аморт может вытечь из-за вот этого говна, вот этого всего. И поставил чехольчика от битбайка на задний амортизатор. Пожелательно вот такую поставить, как спереди стоит. Но такие продаются только комплектом, пара, типа на левую и на правую. И нету смысла покупать. Ну, если у тебя китаец, если сзади два амортизатора стоит, тогда можно.
Я вот такую купил на задний амортизатор от питбайка и поставил. Но она большая, из-за этого мне пришлось тут ее зашить. Так, вот. Вот, короче, здесь зашито все. Хомутиком зажал, чтобы она в этот покрышку не упиралась. Тут полсантиметра зазор есть. Вот. Такая же стояла у меня на этом, на Роксе, там только стояла Rockstar. И решил я поставить протейпер, потому что цвет такой нравится мне, желтый, белый. Сочетание есть, короче, вот желтый, там желтый, вот тут желтый, короче, белый, это у нас что? Белый это у нас ренталь подушка, там еще пару мелочей, вот поворотники белые. Ну, короче, в цвет. Вот, короче, вот. Пока ждем воздухозаборники. Вот слайдера поставил. В тот раз я показывал, не показывал. Вот, прям идеально подошли. Вот, хомутики поставил на чехольчики. Вот аккуратно все здесь сделал. Вот она, хомут. Вот хомут. Вот хомут, чтобы ничего лишнего не болталось, не шаталось, не терлось, короче. Вот. Ну, ждем сезон пока. Заглох. Для чего это было сделано? Чтобы вот это поставить. Не, надо напильника поработать. Вот и результат. Встала крыльчатка от 5 БМ, увеличенная, чем на 2G и на 3G. Вот тут подпилил. Крыльчатку саму, короче, подпилил. Напильником поработал. Тут чуть-чуть не видно, да? Вот тут, короче, чуть-чуть подпилил изнутри вот этот сам воздухозаборник. И вот так вот она встала. Теперь надо будет сетку найти от фильтра КамАЗа, вырезать по кругу, на термоклей приклеить, как на Роксе будет, и все четко. А то сейчас вдруг камень туда залетит или что-то другое, листья, вот это все там говно будет внутри прессоваться, короче. Вот так вот. Чего нового? Ничего нового. Вчера прокатился вообще четко. Вот здесь надо
нормальный болт найти. 2 болта закрутить там и тут. Тут, короче, и тут. Вот. Пока не нашел болт нормальный. Вот поворотники, все мигает, все работает, все четко, пайки стоят. Короче, к сезону готовы. Еще что? Ну, больше ничего. Вот такую вещь поставил. Подлиннее. Ну, тот раз, короче, когда я ставил шипованные вот эти фиговины, типа накладки. Короче, она пошоркал мне картер, и вот этот брызговик сам чуть-чуть испортил. И шланчики, конечно, вот эти. 2 надо будет еще раз поменять, нормально закрепить. И фигней не заниматься, короче. Вот чехол стоит. Я вроде снимал про чехол. И вроде все четко, все хорошо. Вот. Нулевик стоит. Карп особо не болтается. Вот почему она болтается. Вот эта фигня вылезла. Надо будет исправить. Я такой тоже, блин, что-то подумал. Что она такая кривая, оказывается, на этот. Вылезла оттуда, короче. Надо будет исправить. Ну, все, в остальном все хорошо, все работает, все четко. Радует меня. Вот, короче, кто будет вырезать фасидухой багажник? Мне маленький такой. Типа вот такой. Я вам скажу, блин. У меня тут казус выжил. Вот такой вот. Здесь я вот так вот прорезал, короче, вот так вот. Оказывается, тут есть это крепление бензобака. Вот это. Ща. Видно, не видно? Вот это крепление, видите? От него тут, короче, отличия должно видно вот этот квадрат, короче. И где квадрат заканчивается, там пилите, короче. Я такой сначала вот так вот посмотрел, вот так вот, короче, измерил по вот этому. Ну вот эти жесть. Попилил, как, блин, тут застрял я почему-то. Я такой, чё, блин, изнутри вот так трогаю, а там, блин, бензобак у меня. Крепление такое, блин, казус. Ну вот это все потом, когда время будет, надо будет, короче, этим бормашиной поработать, сделать все. Ну, обидно то, что вот этот, короче, ну, краску рамы испортил. Я на скорую руку сделал просто. Я хотел поскорее сделать. Ну, получился вот так вот. Сделать, не сделать, сделать, не делать, короче. Здесь тоже немножко казус, потому что крепления самодельные и не очень точные получились. Но это ничего страшного. Саморез где-то я потерял здесь. Надо будет закрутить. Сидуху сделали по-нормальному. Вот, не кривая теперь. И все. Я вчера покатался. Видос этот поставлю. Она вообще шикарно едет. Шикарно. Она вообще... Я что хотел, то и получил. Именно тот старт. Именно тот разгон. Но по максималке еще не знаю. У нас вот зима как бы. До сих пор. В сезоне проверим. Надеюсь, ну, хоть 90 поедет. Мне 90 хватает. Если 95 поедет, тогда вообще за глаза это будет мне. Чтобы, если на дальники я буду ездить, тогда чтобы крейсерская скорость была 70-75, вот так вот. Не напряженно, чтобы она ехала. И все. Вчера катался, короче, карт настраивал. Ну, примерно вот так вот выглядит. Все в говне.
Все в грязи. Лишь бы труба не заржавела. Надеюсь, не будет ржаветь пока. Ну, пока ржавчину не вижу. Тут что у нас? Пока тоже без ржавчины. Ну, карп вот защищена. Вроде грязь не попала туда. Здесь тоже вот так вот примерно. Нулевик вот. Спереди чистые. Так вот. Ну, примерно вот так вот все. Спереди более-менее. Здесь, ну, более-менее терпимо. Короче, такой себе. Ну, конечно, эмоций получаешь. Огромная куча положительных. Но все в говне.